Захватывающий вид в Назрановском районе, свежий воздух и природные красоты создают уникальную атмосферу для путешественников, желающих погрузиться в историческое наследие Ингушетии. Новый обустроенный маршрут позволяет полностью ощутить дух этого удивительного места. На территории Шамиль-Гуф создана зона для пикников с мангалами, столами и лавочками, идеальными для загородного отдыха. Это место подойдет для всех, кто желает насладиться природой и провести время в уютной обстановке. В рамках реализации национального проекта «Туризм, индустрия, гостеприимство» благоустроен туристический маршрут к горе Шамиля. Хотелось бы отметить, что именно такие локации исторически значимые, им особое внимание уделяется и со стороны главы республики, и со стороны правительства. Это место выбрано не случайно. Комитет по туризму отдает, как и правительство, приоритет выбору именно вот таких вот локаций, чтобы в дальнейшем уже мы могли создать полноценный туристический маршрут и привозить, рассказывать туристам историю вот именно вот таких вот значимых мест. Здесь в 1841 году имам Шамиль со своими войсками напал на Назранскую крепость. Укрепление царской России было обстреляно с позиции на высоком холме. Нападение не увенчалось успехом, и войску имамата пришлось отступить. Это событие закрепило народное название холма как гора Шамиля. Помимо беседок и скамеек, здесь предусмотрена смотровая площадка с биноклем, откуда открывается вид на Назрань, Магаз, Икажево и Барсуки. Для местных жителей это место имеет особое значение. Этот холм имеет как бы историческое значение в целом для Ингушетии, не только для жителей района. И этот объект, я думаю, он украсит этот холм, и в дальнейшем эта инфраструктура будет только развиваться. Здесь появятся еще благоустроенные дороги, освещение. И этот объект послужит местом отдыха для местных жителей и для гостей нашей республики. Национальный проект «Туризм, индустрия, гостеприимство» играет важную роль в развитии инфраструктуры, стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, а также способствует сохранению культурного наследия и природной среды. В Ингушетию из федерального бюджета направлено более 180 миллионов рублей для реализации этого проекта. Предприниматели республики приняли участие в грантовом конкурсе, проводимом Комитетом по туризму, где и разыгрывались инвестиционные средства. На эти средства определены победители, 58 инициатив. На сегодняшний день завершаются работы уже практически по всем проектам, которые реализуются на территории республики. Вот в рамках реализации того же проекта, который мы указали, у нас уже реализованы это благоустройство кургана Абигу, один из значимых исторических объектов нашей республики. Завершено уже благоустройство двух водопадов, Фуртокского и Ляжгинского. В рамках того же нацпроекта нами решается одна из главных проблем в сфере развития туризма – это нехватка средств размещения, нехватка номерного фонда. Мы уже ожидаем к концу этого года введения более 70 номеров. Туризм и индустрия гостеприимства содействуют улучшению условий для путешествий по России, делая их более доступными, безопасными и комфортными. Туристы могут получить качественный сервис, а организаторы отдыха и туристических маршрутов – всестороннюю поддержку со стороны государства. За счет создания новых маршрутов регион также способствует сохранению исторической памяти о событиях, произошедших в Ингушетии. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.